Представляю новые издания отдела краеведческой и национальной литературы. В наш фонд поступают документы, посвященные Республике Коми. Приоритетное значение при формировании фонда отдается информационным, научно-популярным, справочным, библиографическим изданиям, а также художественным произведениям авторов Республики Коми. Охотничьи тропы – традиционный промысел в повседневной жизни и мировоззрения коми-зырян. Охотничий промысел занимал важное место в культуре коми. На протяжении многих веков он был основным занятием мужского населения и составлял экономическую основу жизни на севере. Альбом впервые представляет широкой аудитории традиции охотничьего промысла на основе сложившейся на протяжении столетия музейной коллекции фотографий. Снимки в издании распределены по разделам: душа Пармы, промысловая этика, охотничье снаряжение, охотничьи угодья, живая традиция охоты и так далее. Иллюстративная часть сопровождается аннотациями и выдержками из художественной и научной литературы. Аннотации также содержат учетные обозначения, номера в собрании Национального музея Республики Коми, что расширяет возможность изучения и использования опубликованных визуальных источников в будущем. Ушедшие деревни Усть-Илимского края, Пижма. Это первое издание об истории и культуре забытых, исчезнувших селений республики. Издание посвящено официально несуществующим ныне деревням реки Пижмы, сельского поселения Замежное, Усть-Илимского района. В справочнике представлены краткие сведения по истории и духовным традициям, иллюстративный материал из разных источников, в том числе и семейных собраний. Издание призвано поддержать интерес местных жителей и уроженцев Усть-Илимского района к истории и культуре как исчезнувших, так и живых сел и деревень, и способствовать целенаправленному сбору и системному представлению богатого культурного наследия Усть-Илима. Красная книга Республики Коми для детей, ставшая новинкой республиканской типографии. Красочная, большеформатная книга предназначена в первую очередь для детей от 6 до 14 лет. В ней рассказывается о многих животных, некоторых растениях и грибах из Красной книги Коми. Текст адаптирован для детского восприятия. Расширено описание лесных обитателей, приведены интересные сведения о них. Несколько рисунков оживают с помощью бесплатного приложения Коми-Тип.ру. Коми – удивительно красивый, неповторимый, таинственный, уникальный по самобытности, не спешащий открываться человеку край. Представляю путеводитель по Республике Коми. В издании представлены объекты культурного наследия и иные объекты туристского показа. Ознакомившись с изданием, у каждого есть шанс окунуться в быт коми и жемцев, посетить Ухту, родину промышленной нефтедобычи, соприкоснуться с чудом России, каменными болванами Мань-Пупенер, насладиться вкусом коми-кухни, посмотреть, увидеть, прикоснуться к истории, которая веками хранит уникальные творения рук человеческих на Северной Земле. Нам 80. Так называется комплект репродукций графических работ 8 авторов. Представлены произведения 8 художников-юбиляров, членов Коми регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», которым исполнилось 80 лет. Судьбы художников сложились по-разному. Однако живописцев, скульпторов, графиков объединила территория Республика Коми. Время, пути творчества через разные области пластического искусства с тревожными переживаниями.
Канва их творчества охватывает десятилетия двух веков. Все они ярко индивидуальны со своим духовным пространством.